День государственных символов в Казахстане – повод отдать почести флагу, гербу и гимну страны. Они представляют народ и государство на международной арене. День государственных символов Республики Казахстан отмечается 4 июня. Именно в этот день, в 1992 году, президент страны подписал отдельные законы о каждом государственном символе. Если внимательно приглядеться, то составляющие элементы государственной символики мы можем увидеть и в произведениях казахстанских художников. Их работы хранятся в фондах Карагандинского областного музея изобразительного искусства. Художник Нурлан Дауренбеков написал портрет первого казахстанского космонавта Тохтара Аубакирова в технике масляной живописи. На скафандре автор поместил герб Республики Казахстан, тем самым подчеркивая важность момента выхода в космос нашего соотечественника и демонстрируя Тохтара Аубакирова как символ независимости страны. Цветовая составляющая таинственного космоса в картине переходит от синего до небесно-голубого фона, напоминающего цвет флага Казахстана. Центральным элементом в государственном гербе является изображение шанарака на голубом фоне. Образ шанарака здесь выступает как символ общего дома и единой родины для всех народов, проживающих в Казахстане. Сакральный элемент присутствует во многих картинах музейного фонда. Например, в графической работе Арсена Сарсеновича Бесембинова под названием «Гостеприимство» или в живописной картине «Под открытым небом» кисти Лидии Дмитриевны Дроздовой. На государственном гербе Казахстана справа и слева от шанарака расположены крылатые мифические кони тулпары, увенчанные рогами. Их прообразом являются детали головного убора сакского воина, знаменитого «Золотого человека», найденного археологами в кургане Исык. Отважного воина отразили в своих работах талантливые художники Абдумалик Абдукадырович Бухарбаев в репродукции «Алтын адам» и Мустафин Бейбит Ермекович в картине «Площадь Республики». Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков. Изображение парящего орла над голубым небом, шанарака, крылатых коней понятны кочевникам. Эти символы родились не сегодня, а сопровождали народ веками. Такая коллективная память важна для сплочения страны. Все это хорошо знал советский и казахстанский художник, живописец и акварелист, народный художник Казахской ССР Аубакир Исмаилов. В его акварельной работе Иман Жусип джигит с беркутом изображен на фоне горных вершин. Образ беркута в мировоззрении казахов ассоциируется с такими понятиями, как свобода и верность, чувство достоинства и мужества, мощь и чистота помысла. Эту гордую птицу мы находим в картине Куата Аскарова «Зов предков». Здесь же отважные степняки неприступной скалой встали на пути неприятеля, олицетворяя такие понятия, как храбрость, верность и силу. Солнце на флаге страны и в картине Аскарова олицетворяет жизнь и энергию. И в целом изображение небесного светила в государственной атрибутике Республики Казахстан подтверждает его направленность к миру и свидетельствует о том, что новое молодое государство полно положительной энергии. Государственный гимн в истории суверенного Казахстана утверждали дважды в 1992 году и в 2006 году. Звуковую символику страны можно услышать в произведениях наших художников. Золотое зерно казахстанской степи произрастает в произведениях художника Караганды Олега Валентиновича Дроздова «Степной этюд»,
и литовского живописца Леонида Александровича Усайтиса, посвятившего свою работу Каркаролинску. Родная, необъятная казахстанская земля отражена в работах карагандинского художника Мингиша Мауленовича Абылкасова «Бектау-ата», «Сары-арка». Превращаясь в прекрасный цветок в патриотической песне, мастера кисти признаются в любви родной земле, любимому Казахстану. Казахстанским художникам удалось подчеркнуть, что государственные символы олицетворяют независимость, благополучие, мужество, силу, стремление к развитию и равенству с другими странами.